Расскажем о реализации проекта «Комфортная городская среда» в Сунжинском районе. В УФАС по Ингушетии прошел семинар по формированию конкурентной практики в регионе. Болеть не обязательно, если вовремя пройти диагностику. Ко Дню сердца в Карабулакской поликлинике прошла акция. Здравствуйте, это новости 24. В Джейрахском районе Ингушетии прошел международный марафон «Джейрах», приуроченный к Всемирному дню туризма. Более сотни бегунов со всей страны состязались в скорости и выносливости на 3 дистанциях – 10, 21 и 47 километров. Маршрут пролегал по самым туристическим привлекательным тропам Ингушетии. 3 точки старта и масса сюрпризов на финише у главного курорта Арымхи. Микаэль Тенгиев с подробностями. Хорошая разминка перед стартом – залог успешного забега без травм на любой дистанции. Участники международного марафона «Джейрах» готовятся преодолеть 10 километров в окружении величественных гор Ингушетии. Каждый из них хочет скорее вдохнуть полной грудью чистый горный воздух Джейрахского района. Уже мы не первый раз, и нам нравится, умеют подбирать виды, именно красивые виды. А это еще не трейл, а марафон по асфальту, но в горах. Это эксклюзив, наверное. Принять участие в забеге может любой желающий. В числе остальных участников марафона заместитель министра спорта России Андрей Сельский. На курорт Арымхи чиновник приехал отдохнуть и развеяться, а узнав о забеге, просто не смог упустить такую возможность проверить свои силы. Впечатление от гор пока самое общее, да. Я не знаю, как я побегу, это с горы в гору будет, вот это вот интересно. Впечатляет такая душевная организация, Мне нравится идея марафона, который проходит по 3 сразу Кавказским республикам, и со своей стороны мы рады его поддержать и рады, что есть вот такая инициатива. 9 часов утра. Время выдвигаться. На 2 пассажирских газелях участников марафона привозят в горное село Гули. Точка старта – пожарно-спасательная часть. Спортсмены заряжены и готовы бороться за первое место. Старт дан. Впереди марафонцев ждет 10 километров пути вдоль многочисленных памятников архитектуры, ингушских башен. Уже спустя 15 минут после начала забега определились первые фавориты соревнования. Марафонцам сегодня очень повезло с погодой. В такой ясный и солнечный день просто невозможно наблюдать за спортсменами из машины. Правда, ноги быстро забивают из-за асфальтного покрытия. Опытные бегуны советуют дышать глубоко и плавно. Так дыхалки хватит на всю дистанцию. Всего в забеге принимают участие 25 человек. Некоторые из них уже бегуны со стажем и настроены только на победу. Другие же, напротив, следуют девизу «Главное не победа, а участие». И по пути просто наслаждаются красивыми пейзажами. В любом случае, на финише всех встречают аплодисментами и словами поддержки. Первым на финише оказался Николай Луценко. Всю дистанцию он смог преодолеть за 42 минуты. Конечно, было нелегко, признается участник из Пятигорска, но оно того стоит. Золотая осень, прям попали в самый разгар, воздух, погода, все получилось. Марафон 10 километров. Как удалось стать первым? Просто бежишь, радуйся, как и подготовки. Почетное 2-е место остается за Виталием Водопьяновым. До победы ему не хватило совсем чуть-чуть, но уверен, что эмоции и впечатления от пройденной дистанции еще надолго останутся в памяти. Главное было не перегореть, задать нужный темп, чтобы смог выдержать темп, который задал сам себе. Получилось, а в конце думал будет потяжелее, но силы не покинули, нормально, хорошо, получилось задуманное. В международном марафоне принимают участие более 150 участников из 17 регионов страны. Все они разбиты на 3 группы, 2 из которых должны пробежать полумарафон 21 километр и марафон 47. Задача непростая, но в горах просто идеальные условия для подобного рода состязаний, считают организаторы. К сожалению, границы закрыты, возможно, у нас были бы гости из других стран, но они не могут прибежать. Какова стояла задача перед участием? Что нужно было сделать? Их задача пробежать, добежать до финиша, каждую свою дистанцию. Вот сейчас встречают наши участницы. Мы можем поаплодировать. Лена, давай, давай, давай!
Уже во второй раз международный марафон проходит в нашей республике при активной поддержке Комитета по туризму Ингушетии. Цель этого спортивного праздника – привлечение внимания спортсменов и туристов со всего мира горной Ингушетии, создание положительного образа республики как места, подходящего для спортивного и других видов туризма. Совместно с Кавказской объединенной территорией, называется это организация, которая совместно с нами проводит этот забег. Они также проводят на территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии. И мы решили, вот с прошлого года у нас 80 участников было, на сегодняшний день это будет 150 участников. В следующем году мы поставили себе задачу 300 участников, чтобы приехали и, так сказать, любовались видами и бежали. После того, как все участники финишировали, организаторы приступили к торжественной части. Заместитель председателя правительства Мария Мамлиева поздравила победителей забега и вручила им дипломы. Туризм, он приносит не только приятные, счастливые минуты людям на земле, но и влияет на качество жизни людей. Поэтому еще раз с Днем туризма, и будем развивать туризм не только в стране он развивается у нас, но и в республике. Поэтому мы очень рады, что вы приехали к нам сегодня. Вы, наверное, получили здесь приятные впечатления, а приехали сюда самые стойкие, самые креативные, самые смелые, самые выносливые, потому что принять участие в марафоне, да еще в горах, это отчаянные люди, мы вас любим. Мы вас приветствуем и желаем вам всего самого-самого лучшего по жизни. После обеда гости региона смогли изучить быт и традицию ингушского народа, наблюдая выставку мастеров декоративно-прикладного искусства, а завершилось все концертной программой. Микаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Поиск болевых точек и их ликвидация. По такому плану действует приоритетный проект формирования комфортной городской среды. К примеру, в Сунжинском районе реанимирована центральная улица в селении Алхасты и территория вблизи городской администрации. Также запланирована реконструкция мини-футбольного поля в селении Аршты. Репортаж Хавы Гагиевой. Удобно, красиво, а главное безопасно. Все самое необходимое для благоустройства центральной улицы готово. Установлены 9 скамеек и 20 фонарных столбов. Для Зины Белхароевой вопрос освещения был один из самых важных. Она переживала за школьников, которые учатся во вторую смену. Возвращение домой в темное время суток было для них испытанием. Теперь с этим проблем нет. даже تخيني بيرشت تخون جواسيردي دخ حدا ماشي يتخون حنز هاو بعدي يوز دخ ده حصر حدا كده حصر شو ديك سيردي حقا ديك تخون تغيرت تخوك حجج. Помимо скамейки, фонарей здесь проложили незамерзающий тротуар протяженностью 925 метров. Благоустройство улицы производили в рамках реализации национального проекта формирования комфортной среды. Для проекта администрации села были выбраны лучшие материалы, ведь речь шла об изменении качества и образа жизни граждан. Вот мы установили 9 скамеек и, соответственно, 9 урн. Вот это, ну, как бы мы на определенное расстояние разбили весь промежуток, который благоустраивается. И через определенное время, чтобы люди могли, идя по тротуару там, со школы, с мечети, чтобы могли присесть, отдохнуть там. Эти лампы, они, по-моему, нового образца. Почему вы выбрали именно их? Новые технологии, они энергосберегающие. Вот. И в плане вот света, вот освещения, да, они как бы более намного экономнее. Не меньше пешеходов радуются и автолюбители. Отсутствие тротуаров и освещения становилось причиной аварий на дорогах. За все время существования проекта были реанимированы десятки улиц и площадей республики. Изменения очевидны и не могут не радовать жителей региона. К слову, сейчас в планах у администрации Сунжинского района реконструировать футбольное мини-поле в сельском поселении Аршты. Что касается самой реализации в текущем году, сейчас мы уже вышли на завершающий этап. У нас остались несколько сельские поселения, которые еще не охвачены в рамках этого проекта. Это у нас сельское поселение Чемульга и Датых. Ну, планируем в ближайшее время, вот, скорее всего, на будущий год, и уже там построить
или благоустроить или общественную территорию, ну, мини-футбольное поле, то же самое будем согласовывать с местным населением. Петима Тивлоева – одна из тех, кто перемен всегда ждет с нетерпением. Женщина признается, впервые за 27 лет смогла прочувствовать ту самую комфортную городскую среду. أخايشي صلاعيشي دا مسا وودج واغج حمخو حوك أشقوش يشي موسر أشوا يجش يفتح أشوا دير يزش خص نمية تنو خص مي مصنع متشعيلي تنو خص حمي خص مستوى حم أشوا خص организовать совкусом хотят охоши дежь должна хам. Задача проекта формирования комфортной среды заложена уже в самом названии, а вот каким именно будет этот комфорт, вправе решать сами жители. Во многом именно благодаря им удается определить проблемные общественные места, которые нуждаются в помощи. Хава Гагиева, Асхаб Белокиев, Новости 24. Полезная аналитика. В УФАС по Ингушетии прошел семинар по формированию конкурентной практики в регионе. Регуляторная среда, поддержка малого бизнеса, инфраструктура и ресурсы. Оценку деятельности проводят по самым разным направлениям и дают полезные советы. Как выстроены работы и насколько важен проводимый анализ, Хава Газикова расскажет. Антимонопольная служба России ведет сбор и анализ практики по конкуренции с 2012 года в рамках реализации дорожной карты развития конкуренции и совершенствования антимонопольной политики. АФАС по республике подобную деятельность ведет впервые и публикует ее в белой и черной книгах. В таких книгах содержатся лучшие и худшие примеры влияния деятельности органов власти России и органов местного самоуправления на конкуренцию за минувший год. Поэтому Федеральная служба и проводит семинар, чтобы они были в курсе и смогли задать интересующие их вопросы. В Белую книгу непосредственно включаются только те примеры, которые региональная либо муниципальная власть сделали самостоятельно. То есть не выполняя поручения правительства, либо не выполняя какие-то федеральные целевые программы, а просто сами сделали вот что-то хорошее. То, что способствует развитию конкуренции и в конечном итоге развитию экономики республики. Примечательно, что белая и черная книги будут опубликованы на официальном сайте антимонопольной службы. Эти книги – не что иное, как своеобразное пособие для региональных властей. С его помощью можно предупредить нарушение антимонопольного законодательства, научиться на чужих ошибках и, конечно, перенять положительный опыт соседних регионов. На семинаре присутствовали и бизнесмены. Хаваш Багаудин Плиев, к примеру, занимается предпринимательской деятельностью сравнительно недавно. Поэтому внимательно следит за всеми нововведениями, которые появляются в антимонопольной службе. Посещение семинара для меня важно тем, что я являюсь участником бизнес-сообщества РАС. Второе, мы планируем участие в госзакупках. И участвовать в партнерстве с государством, вести проекты. Уже некоторые вели, маленькие, конечно, и дабы изучить практику по России, чтобы не повторять чужих ошибок, послушать презентацию и задать напрямую вопрос руководителю УФАСа. Проводить оценку деятельности будут по таким направлениям, как институты для бизнеса, поддержка малого бизнеса, инфраструктура и ресурсы. В принципе, черно-белая книга, она ведется с 2012 года и зарекомендовала себя достаточно хорошо. Об этом говорит и то, что в данной книге ежегодно заслушивается в правительстве Российской Федерации, это все обсуждается. Пока по данным центрального аппарата службы лучшие показатели у таких республик, как Адыгея, Хакасия и Кабардино-Балкария. А вот как покажет себя Ингушетия, узнаем в 2021 году. Хава Газикова, Магомед Дидигов, Новости 24. 80% строительных работ уже выполнено при возведении нового лесоперерабатывающего комбината в селении Мужичи. Это крупный инвестпроект, который реализуется в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия» на 2016-2025 годы, госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа. Получение древесины, распил, переработка, изготовление готовой продукции. Здесь будет предусмотрено все. На полную мощность выйдут к 2024 году. На окраине селения Мужичи на площади в 1 гектар расположились 3 ангара, 2 котельные, гараж и административное здание самого крупного производственного предприятия в поселении. Оно обеспечит жителям 50 рабочих мест. Принцип работы комплекса простой, без вреда для экологии. Древесину будут брать с арендованных земель, а на ее место высаживать молодняк. Процесс начнется с распиловочного цеха для калибровки дерева на заготовку. Дальше незаконченную продукцию переводят на длительный срок в сушильный аппарат. Время пребывания
Давление будет зависеть от толщины породы. После выдержки леса оно готово к использованию. Последняя точка пребывания – это 2 цеха – мебельных заготовок и поддонов. Этот цех называется цех по изготовлению мебельных заготовок. Тут завезли, после завершения строительства, тут не все завершено, правда, завезли вот эти станки, поставили, установили, пока они не подключены еще. Безотходное производство газа на территории завода нет и не будет. 2 котельные могут работать на опилках. Это сократит потери при производстве товара в дальнейшем и хорошо скажется на цене. Но это все в будущем, пока идет строительство. Ангары были возведены из сэндвич-панели, котельные из бетона и блока. Осталось совсем немного до завершения. Благоустройство чакахеста, коммуникация жетха кездік здесь и исая сушильной камеры жетха собрать конструкторы жер. Ташин бехтада дали архада до Нового года етха по проекту сдач. Ташибох талх дал мек до конца октября штрафет. Основная бригада сейчас занимается сборкой одной из самых важных конструкций – китайской сушилки. 6-боксовый сушильный комплекс конструктор собирают 8 человек. Здание состоит из алюминиевого корпуса и нержавеющей стали, которые при высоких температурах и окислении древесного сока не подвергнутся коррозии. дарит хуже исходя из его соображений говорит ашат я ваш тоже вахт ваш тирая у продукции нормально хал вахт хил я хул я ваш вахт аргон сварки сварки да здесь хадуко. Проектная мощность нового предприятия – 5000 кубометров готовой продукции в год. Товар будет глубокой переработки. Компания планирует создавать кооперативы с малыми предприятиями для совместной работы, что обеспечит мелким пилорамам крупный оборот продукции. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Адам Далаков. Новости 24. Минэконом России поддерживает программу Министерства науки и образования стратегического академического лидерства российских университетов. Целью программы является формирование группы университетов национальных лидеров научных знаний, территориального и технологического развития, экономики, создание лучших практик в научно-исследовательской, образовательной и инновационной деятельности. В рамках проекта планируется оказывать ежегодную поддержку программ развития не менее 100 университетов. Базовый грант составит 100 миллионов рублей каждому вузу. Профилактические меры рядовой житель проводит не всегда. А зря, уверены медики и пытаются приучить граждан к плановому обследованию. В Карабулакской поликлинике провели масштабную акцию, которая позволила проверить работу основного мотора организма – сердца. Можно было измерить давление, сделать кардиограмму, УЗИ. Все это приурочили к предстоящему Дню сердца. Хава Гагиева расскажет. Частые боли в сердце и постоянные скачки артериального давления. 3 года назад Ахмед Арцханов узнал, что страдает гипертонической болезнью сердца. После этого строго для себя решил больше не заниматься самолечением и выполнять все инструкции врача. Теперь он самый дисциплинированный и желанный пациент. Пришел сердце проверить. Меня направил врач к кардиологу. Вот снял кардиограмму, сейчас иду к УЗИсту. Буду снимать УЗИ сердца. После всего этого пойду опять к кардиологу. Если он назначит лекарство, буду лечиться. Если все будет хорошо, значит не буду лечиться. А как важно проходить такие обследования? Ну, вы знаете, эти обследования желательно в нашем возрасте почаще проходить, так как мы уже не молодые. Ну, а так, по мере возможности, приходишь, если где-то что-то застучало, где-то что-то заболело, проверка есть. Измерить давление, сделать кардиограмму, пройти УЗИ-обследование. Ежегодная акция ко Всемирному дню здоровья стала доброй традицией. В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти и инвалидности в мире. Поэтому своевременная диагностика очень важна, чтобы не только выявить, но и предупредить опасную болезнь. Акция является очень информативной, потому что во время проведения акции выявляются больные с гипертонической болезнью сердца, ишемической болезнью сердца, которые до этого не обращались в поликлинику по каким-то причинам. Допустим, сегодня в ходе акции в течение уже 3 часов выявлено 10 человек с гипертонической болезнью сердца, которые до этого не обращались, узнали об акции в соцсетях и обратились в поликлинику.
Главный орган – пламенный мотор, хранилище души. Все это о нем, о сердце, которое ни на секунду не замирает, поддерживая жизнь в теле человека, при этом перекачивая за сутки около 10 тысяч литров крови. В программу Дня сердца входят массовые проверки здоровья, научные выставки и форумы. К слову, в этой поликлинике для пациентов подготовили мини-шведский стол, где каждая деталь символизирует сердце. Однако заманивать пациентов такими презентами не понадобилось. Желающих прийти и проверить свое состояние сегодня оказалось немало. В основном это старшее поколение, которым медики настоятельно рекомендуют проходить полное обследование и соблюдать все указания врача. Но для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний наши больные должны, конечно, соблюдать вести правильный образ жизни, регулярная физическая активность, ограничение употребления соли и отказ от курения, конечно, категорически. Это касается в нашем случае мужчин, и отказ от алкоголя. И, естественно, соблюдать все рекомендации, о которых говорят их участковые врачи, кардиологи, узкие специалисты. Ждет своей очереди к врачу и эта бабушка. Об акции она узнала через рассылку, но признается, каждый год на протяжении полувека проходит обследование у врачей, так как понимает, что с возрастом сердечко дает о себе знать. Пришло уведомление на телефон, сообщение, чтобы я пришла, обследовалась. И это же очень приятно. Я бы могла сидеть, но я пришла, позвали меня. Как я пациент, живу тут долго. А какие обследования вы уже прошли? Сдала развернутый анализ. Проверила, все, давление, рост, даже вес. Все проверили. К слову, снижение веса, слабость и бледность. Такие симптомы можно легко спутать с обычной простудой. Однако часто именно они могут указывать и на болезни сердца. Если вдобавок ко всему еще и нестабильное давление, самое время обратиться к врачу. Кардиологи всего мира говорят, лечение сердечных заболеваний на 50% зависит от самого пациента. Ну а красные шары в виде сердца символизируют надежду на выздоровление. Именно поэтому ко дню праздника в небо выпускают десятки воздушных шаров, давая надежду тем, чьи сердца действительно нуждаются в спасении. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24. В Ингушетию вернулись чемпионы мира по пауэрлифтингу. Рустам Кукурхоев и Зелимхан Чоджоев на соревнованиях «Золотой тигр» не дали никому ни единого шанса на победу. Рустам установил новый мировой рекорд, а Зелимхан выполнил норматив элиты России. Среди встречающих был и первый олимпийский чемпион, тяжелоатлет Исраил Арсамаков. Репортаж Харуна Аздоева. «Золотые тигры» – уже так можно назвать наших земляков, которые блестяще выступили на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Сочи и привезли домой сразу несколько медалей высшей пробы, тем самым улучшив свой прошлогодний результат. Рустам Кукурхоев и Зелимхан Чоджоев оказались сильнее всех соперников на чемпионате мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Золотой тигр-13». В прошлом году Рустам уже побеждал на этом турнире. Тогда его копилка пополнилась 2 золотыми и 1 серебряной медалями. В этом же году силач из Ингушетии побил свой собственный рекорд по качеству завоеванных наград, а заодно установил новый мировой рекорд в дисциплине военный жим, осилив вес 190 килограмм. Тяжелая работа. Сложно, это третий этап, когда я уже рекорд мира ставил. Тренер мне помог, сказал, поставь и вытяни все, что ты сможешь. И 2-1 у нас было, да? 2-1 было. Засчитали судьи, проверили экипировку. Если у меня какие-то другие вещи, проверили и засчитали, и поставил рекорд мира. Прошедшие соревнования были посвящены Дню силы, и участие в них приняло около 9000 человек из 15 стран. Не менее блестящий результат показал Зелимхан Чоджоев в весовой категории до 82,5 килограмм. Ингушский богатырь не только стал лучшим в дисциплине жимовое двоеборье и жима лежа без экипировки, но также выполнил норматив элиты России, тем самым став абсолютным чемпионом вне зависимости от собственного веса. Смог я поднять 180 килограмм, жим. И жимовое двоеборье свой вес я поднял 42 раза. В принципе говоря, основное, все, что можно было там завоевать, мы завоевали. Сейчас было просто с тренером, у нас была цель завоевать абсолютку, и мы абсолютку завоевали. В принципе, а так все уже есть у нас. В аэропорту ингушских силачей встречали коллеги, друзья, родственники и просто фанаты спорта. Сегодняшних фаворитов приехал встретить и первый олимпийский чемпион Чечено-Ингушетии по тяжелой атлетике Исраил Арсамаков. Имея такое славное наследие и современные методики подготовки, неудивительно, что нашим спортсменам никто из соперников не смог составить достойную конкуренцию. На самом деле я не видел ни одного конкурента в тех дисциплинах, где выступали мы, потому что у нас разрывы были, самый маленький разрыв это 40 килограмм, а человек как-то занимал 2-е место. Поэтому,
такой конкуренции в тех дисциплинах, в которые выступали мы не ощутили ее вообще. Этот спортивный год Федерация пауэрлифтинга Ингушетии закрыла красиво. Теперь подготовка и отбор на следующий. Ближайшие крупные соревнования – Кубок Европы, которые состоятся уже в следующем месяце. Харун Аздоев, Магомед Белакиев, Новости 24. Сегодня Всемирный день глухих. Дата позволила узнать о людях из мира тишины много нового и привлек внимание к их проблемам. А главное из них – это социализация. В Ингушетии сегодня провели сразу несколько мероприятий. Подробно о них расскажет Муслим Ганиев. У общества глухих Ингушетии теперь есть и свой чемпион по шашкам. Игра чисто символическая, но радость Лейла Акталиева скрыть не может. У глухих людей свой особый мир, который они воспринимают более эмоциональнее. В 1951 году была создана Всемирная Федерация глухих. В 1958 объявлен Международный день глухих. Он отмечается в последнее воскресенье сентября. У нас общество больше связано по дальнейшей адаптации инвалидов по слуху, чтобы они не по домам сидели, а активную жизнь вели в нашей республике. Создание рабочих мест, обучение их профессии кое-каким. Вот направление основное вот это у нас. Глухота и нарушение слуха – распространенная проблема. Многие люди даже не задумываются над тем, как это прекрасно – слышать и различать голоса и звуки. Для поддержки и социализации тех людей, которые лишены этих возможностей, учрежден всемирный праздник. У Людмилы Мержоевой с адаптацией проблем нет. Она шьет одежду и хочет обучить других людей, которые в этом нуждаются. Открыть мини-швейный цех. Желающих немало делать. Смотрю, ищу место. Надеюсь, в дальнейшем достигнуть цели. В России в День глухих устраиваются выступления лишенных слуха артистов. Организуются мероприятия по обучению языку жестов. В ингушском отделении общества проводят праздник по-кавказски за праздничным столом. Пока женская половина занята хлопотами на кухне, мужская определяет лучшую команду по футболу среди регионов СКФО. Турнир проходит на стадионе в Магасе. Турнир проходит очень весело и здорово, конечно. Сегодня День глухих, поэтому организовали в честь этого дня. И нам очень помог в поддержке Аздоев Мустафа, директор футбольной школы Магомеда Аздоева. И насчет формы тоже наш Зелимхан Бакаев, наш известный футболист, тоже помог. Им тоже огромное спасибо. В турнире участвуют 4 команды из регионов округа. Это Пятигорск, Нальчик, Владикавказ и Магаз. Игра проходит по олимпийской системе, на вылет. Первыми на поле вышли команды Пятигорска и Нальчика. В основное время победителя не выявили. По серии после матчевому пенальти со счетом 3-2 победил Пятигорск. Нам приятно, что нас уделили вниманием, и проведение, и организация очень нравится нам. Все отлично. У нас мир глухих очень тесный. Поэтому мы большинство учимся в одной школе, поэтому большинство между собой дружим. Проведение игр и застолья в День глухих для членов общества – это не просто праздник, а еще один повод встретиться и весело провести время. Турнир в Магасе носит исключительно дружеский характер. Этим ребятам не обязательно слышать друг друга. Главное, чтобы все шло от сердца к сердцу. Муслим Ганиев, Магомед Шаухалов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии.